нести потеху. Ты свет уладил на людскую службу, таки корыстный и таки пригожий, как мы вошедши с этим светом дружбу. Тебе хвалили, налевший наш Боже. Тебе молюся, Боже милостивый, дай мне убачить святой najjaśniejszy, Тебе самого и всех небесивых, на веки вечных, Боже наимилейший, Твоею мocой и мocный стану, Отца и Сына и Духа Святого, Троицу одину, хвалю небо гляну, хвалить буду Створителя Бога. Будь хвала Богу, Тройце всемогутной, и животворчей, вечной назавсёды, и нераздельной, и одиносутной. У Божьей моцы знак любови згоды. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, как была помеж нами любовь. Я молюся до Бога и прошу, хай придет до Тебе, Боже слово, хай сидит на Тебе. Боже радости войди в наши сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь, и хоть тяжкие дни снуют, и шмат злого есть меж людьми, Боже, край наш прошу, не покинь, заховай огня счастья и греху. Хай придет до Тебе, Боже слово, хай сидит на Тебе. Боже радости войди в наше сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. О супокое Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой, искушение и исполнение душ наших Господу помолимся. Господи, смилуйся.
помолимся. Господи, смилуйся. Советуй святую церкву, и ты, что с верою, пошану и страхом Божьим походя сие, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, всесветного епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея, подшествных святород, диаконов Христе, все духовенство, людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную крайну нашу Беларусь, за урак надежную лады и войска, и весь белорусский народ за стойкостью веры, мужностью выпробования, и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Бога и на дворе, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожника, поморы, земли и поветры, за недужих, ты, что терпят здесь неволенных, избавление, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Каждого выбавиться от всякого гнева, суммы недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, ради нас Божию лаской Твоею. Господи, смилуйся. Вспоминувши святую, чистую и благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бог Тебе належится всякой славы, пошаны поклонения Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и совсюди, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забываю всех добродействовал Его. Я начищаю себя шествы Твое, я оздоровляю все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый, богатый на ласку. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славит имя святое Его. Благословенный Ты, Господи. Еще супокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, рожи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспоминувши на святую, чистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за святую Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Твоя есть держава, и Твое владарство, силы, слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господа, разве все житие мое буду хвалить Господа. Буду песнях славить Бога моего, покуль буду
Одинородный Сыне, Слова Бога, Ты не смяротный. Для нашего избавления захотел принять тело, а Святое Богородице завсёды Девы Марии, и не зазнавши измены стался человеком. Ты был укрыжованный Христе Божьей смертью, снишивший смерть, будучи одним со Святой Троицей, ровным славой Отцу и Святому Духу, збав нас. Решился покой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, и стирай Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на Иисусу всешественную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Вот и добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Владась перед Твоим, исполни нас, Господи. Счастливые Боги духом, Моих есть родарство небесное. Счастливые тыя, что душат Твоями утешатся. Счастливые тихие, воины отрывают успадшину землю. Счастливые тыя, что молют Бога и смогу справедливости. Воины насытятся. Счастливые, милосердные, воины следуют милость. Счастливые, чистые сердцем, воины божать Бога. Счастливые, миротворцы, воины будут зваться сынами Божьими.
мудрость. Устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, звал нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли ты зашел до смерти житье несмертное, ты знищил пекло зянем плоскости твоей, коли ж ты и померлых сопрометною воскресил, усе силы небесные вскликнули, жить задавши Христе Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безразважно покинувши Твою отцовскую славу, измарновавши все богатие, якое Ты мне дал, як блудный сын, кличу зрашив перед Тобою, Отче добрый, и теперь каюся. Прими меня и дозволь мне быть одним знаменитал Твоих. Теперь завсюди на веки веков. Аминь. А яблоко христиан беззаконная, ходатайница до Творца незаменная, не погоди молениями грешников, аллеях добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверливо, пощуй хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надельная заступница Ты, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый несмертный, жайся над
сила моя и песня, и он стался мне избавлением. Шмат разов карал меня Господь, оленя смерть не отдал мне. Господь, сила моя и песня, и он стался мне избавлением. Господь, сила моя и песня, и он стался мне избавлением. Мудрость читания послания святого апостола Павла до Коринфянам слухаємо важливо. Брати, усьом не можна, але не все корисно. Усьом не можна, але нічим не дам себе зневолить. Еже для черви, черва для ежи, але Бог знищить тое и другое. Тело не для распусты, але для Господа, а Господь для тела. Бог увоскресил Господа, и нас увоскресить свою эмоцию. Хіба не ведаете, что тело ваши – это члены Христовые? Те ж взявши члены Христа, ушинил их членами распустницы? Конечно, не. Те ж не ведаете, что кто злучается с распустницей, является одним телом с ёю. Бо, як сказано, двое будут одним телом. А той, кто злучается с Господом, становится с ним одним духом. Утякайте от распусты, усялякий грех, який чинить человек, есть поза телом распустник, грешит супроть властного тела. Ти не ведаете, что тело ваше – это святыня Духа Святого, який у вас, якого вы маете от Бога, и что вы не належите самим себе, бо вы куплены за великую цену. Тому прославляйте Бога в теле вашем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хай почує тебе, Господу, день суму, хай ім'я Бога, яку благо буде тобі обороною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, збав короля і пошуй нас, хай будем кликать тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте. Будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И твоему. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. Сказал Господ приповесть гэтую. У одного человека было два сыны. И сказал молодший из их батьку: «Батька, дай мне належную частку маёмасти». И той поделил им маёмасть. И праз некалькі дзён, собравши все, молодший сын адышоў у далекую краину, и там растратил маёмасць свою, живучи распусна. Калі ж ён потратил все, настал голод великий у той краине, и он пачаў терпеть нястачу. И пайшоўшы, пристал до одного з жыхароў той краины, и той послал его на свае палі пасвіць свиней. И он жадал наполнить живот свой рожками, якія ели свиньи, але никто не давал ему. И пришёўшы до розуму, сказал: «Колькі наймітаў бацькі майго маюць хлеба ўдостуль, а я з голаду гіну.
Устану, пойду до бацькі майго і скажу яму: бацька, я саграшыў супраць неба і перад табою, і ўжо не варты называцца сынам тваім, прымі мяне як аднаго з наймітаў тваіх. І устаўшы, пайшоў да бацькі свайго. І калі ён яшчэ быў далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся, і пабегшы кінуўся на шыю яму і пацалаваў яго. Сын жа сказаў яму: бацька, я саграшыў супраць цябе, супраць неба і перад табой, ўжо не варты называцца сынам тваім. А бацька сказаў слугам сваім: прынясіце найлепшае адзенне, апраніце яго і дайце перстень на руку яго і абутак на ногі, і прывядзіце ўкормленае цяля. І зарэшце будзем есці і весяліцца, бо сын мой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся. І пачалі весяліцца, а яго старэйшы сын быў на полі. І калі, вяртаючыся, наблізіўся дадому, пачуў музыку і танцы, і, паклікаўшы аднаго са слуг, пытаўся: што гэта такое? Той жа сказаў яму: брат твой прыйшоў, і твой бацька зарэзаў укормленае цяля, бо здаровым яго сустрэў. І ён разгневаўся і не хацеў увайсці. Бацька ж яго выйшаў і прасіў яго, а ён сказаў бацьку ў адказ: вось я столькі гадоў служу табе і ніколі загаду твайго не пераступіў, а ты мне ніколі не даў казляня ці каб я з сябрамі сваімі павесяліўся, калі прыйшоў гэты сын твой, што праеў тваю маёмасць з блудніцамі, ты закалоў яму укормленае цяля. Ён жа сказаў яму: дзіця, ты заўсёды са мною, і ўсё маё гэта тваё. А ўзвесяліцца і ўзрадавацца трэба было, што гэты брат твой мёртвы быў і ажыў, прападаў і знайшоўся. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, чарговая, ужо другая нядзеля перад посця, і гэту нядзелю традыцыйна наша літургія прапануе нам разважыць прыпавесць пра блуднага сына, пра сына марнатраўнага. Але цікава, што гэту прыпавесць розныя людзі, розныя экзегеты называюць па-рознаму. Гэта, мабыць, таму, што яна утрымлівае сабе безліч розных сэнсаў. І кожны звяртае ўвагу на нейкі адзін сэнс, на нейкі асобны аспект. Настолькі гэта прыпавесць глыбокая, што яе называюць нават Евангеліем у Евангеллі. Якія ж яшчэ іншыя назвы гэтай прыпавесці ёсць? Ну, напэўна, прыпавесць пра двух сыноў. Бо сапраўды не толькі гэты сын малодшы быў сынам марнатраўным, сынам, які ў нейкім сэнсе адышоў ад свайго бацькі, здрадзіў яму, але і той старэйшы сын, які яго не пакідаў, па сутнасці, хоць фізычна перабываў са сваім бацькам, але духоўна ён таксама яго пакінуў. Гэта такая другая назва гэтай прыпавесці. Пра двух сыноў марнатраўных. Яшчэ іншая назва – гэта прыпавесць пра міласэрнага бацьку, пра міласэрнага айца. І сапраўды мы можам в гэтай прыпавесці звяртаць увагу на тое, што Бог з'яўляецца міласэрным настолькі, што бяжыць насустрач чалавеку, які вяртаецца да яго. Сапраўды, гэта прыпавесць пра ўзаемаадносіны паміж Богам і чалавекам. І ўся гэтая прыпавесць – гэта
апавяданне пра вяртанне чалавека ў дом свайго айца. Нарэшце, папа Францішак гаворыць, што гэта прыпавесць пра трэцяга сына. І гэты абраз, які тут мы маем, ён якраз гаворыць пра, што мае на ўвазе папа Францішак. Ён мае на ўвазе Ісуса, што гэта трэці сын. Трэці сын, які прымае нас, грэшнікаў, якія вяртаюцца ў дом айца, якія аднаўляюць сваю сувязь з Богам. Гэтых сэнсаў на сёння павінна нам быць дастаткова. Хай кожны духоўнымі вачыма знойдзе сябе ў гэтай евангельскай прыпавесці, у гэтай евангельскай сцэне і задасць сабе пытанне, які сэнс гэтай прыпавесці яго найбольш закранае. Амін. Скажем все разом, от всей души, от всей думки нашей, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за святого Отца нашего всесветного бискупа Франтишка, Папу Римского и достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за Богом стяженную краину нашу Беларусь, за врат належную лады и войско, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестров наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за годных памяти, за основальников этой святой церкви, за всех ранее дошедших отцов и братов наших, які тут и на кожном іншому місці спочивають. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за все человечество, яко терпит с причины поширения эпидемии, за всех бездопоможных и раскупленных, за хворых, за тех, кто отдан им служить. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Еще молимся за доброшинцев этой святой церкви, за тех, что приносят дары, просуют испевать ее, и за всех тут присутных людей, які шукають Тебе богатия Твоего змилования. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Вот и милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава, дай Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Еще упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, и стережи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы
люди подаховують Твою могутню ладу, Тобі славу отдавали. Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Вы что тайны способ, вы что тайны способ Сусвітнього біскупа Франтішка, Папу Римського, достойного архіпастора Леонарда, боголюбного владику нашого архімандрита Сергія, пошесних святоров, диаконов, Христе, все духовенство, Богом стираженую країну нашу Білорусь, урад належну влади, засновальників і доброчинців гэтай святой церкви, вас и всех правоверных христиан, хай вспомнить Господь Бог в своем владарстве на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Как нам принять угодоров сил, якого небашного супровождают ангельские силы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, и Твой все святый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Будьте любить один одного, как нам однокушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосудную и нераздельную.
верую в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед усими веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносутного за Отцом, ради Бога все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком, был укрыжован за нас при Понтском Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес згодно с Писаниями, и взошел на небо, и сидит по правой руце Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, яко владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Господа Животворчего, яке от Отца походит, якому належится поклонение и слава разум за Отцом и Сыном, яке говорил пророку, о единую святую повсюдную апостольскую церковь, вызнаю один их род для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое верование мира и приносит. Да миру веру хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Узни миру сердце наше. Мы узняли до Господа. Подякуем Господу. Он справедливость, поклонятся Отцу и Сыну и Святому Духу, Тройце одиносутной нераздельной. Для этого дякуем Тебе, Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому, дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас одарил. Дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобой стоять великий множество архангелов, без лишь ангелов, херувимы и серафимы, шестикрылые шмотвоки, які, узнявшись высоко на крылах, вероможную песню пять, ускликающие, припевающие и кажущие. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. С гэтыми благословенными силами человеколюбный владару, и мы вскликаем кажущим: святый все святы, Ты и одинородный Твой Сын и Дух Твой святый. Святый все святы Ты и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как каждый, кто верит в Его, не загинул, але имел житию вечное. И Он пришовши, исполнивши весь провід для нас, уношу, яку його видали, або хочей, коли он сам отдал себе за життя світу, узяв хлеб у свої святые, все чистые для свиные руки, и отдавши подяку,
поблагословивши, освятивши, разломавши его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: «Бярите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Так само чашу после вечери кажучи: «Пейте, з'яєвся, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Мы ж памятующих это избавленный заповед, и все, что для нас дарилося, крыж, похование, воскресение на третий день и заход на небо, сидение по правой руце, другое и славное присте. Приносим Тебе Твое от Твоих, для всех и за все. Особливо за наисвятую, сочистную, прославленную, славу, владарку нашу Богородицу, и за всю Деву Марию. Достойною правды, называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаконную, Матерь Бога нашего, Божгодную пошаны за херувимов и без поравнания славную за серафимов, что заховавши девоцтво родила Бога Слова, Исною Богородицу Тебе мы величаем. На сам першу вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусвятного епископа Франтишка, Папу Римского, и достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, заховай для святых Твоих церковь, упокой целости, доброславие, здоровье и долголетие, как и не могли верно научать нас словом Твоей правды. И тайно, едиными устными, единым сердцем, славить и похвалять Твое божественное вечное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. И хай будут милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, со всеми вами. Вспомнившись и святых ишедших, с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные священные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. За вам, человеколюбный
дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, суммы недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, избавь, стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как весь этот день был доскональный, святый, я грешный, у Господа просим. Дай нам, Господи. Спокою верного наставника, опекуна души тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробощение и отпущение грехов правил наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для свету Господа просим. Дай нам, Господи. Как дальнейшее действие нашего супокоя и покаяния провести у Господа просим. Дай нам, Господи. Попросившие единство веры и супольности Духа Святого сами себе один одного и все житие наше Христу Богу отдай вам. Аминь, Господи. Ради нас достойными владару, заполним доверием и без осуждения, смерть святарства Тебе Бога Небесного и отдается и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Бо Твое владарство и силы, и слава Отца и Сына и Святого Духа теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Аминь, Господи. И Господу дару принесены тут дары всім поровну роздай. Кожному по води потреби, будь сподорожниками помолися і у повітря, а здорові хворих лекарю душі тіла. Ласкою милосердностью человеколюбства одинародного Сына Твоего, за яким благословен Ты и Твой всей святый добрый животворчий Дух теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Боже, спогадливо мне грешному смилуйся надо мною. Боже, спогадливо мне грешному смилуйся надо мною. Боже, спогадливо мне грешному и смилуйся надо мною. Будьмо уважливі, святі речі для святих. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесом, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты справды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить грешников, сярод яких я самый перший. Вера так само, что это справды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои грехи вольные и межвольные,
які я зробив словом учинком, святому і несвятому. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня в Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не зраджу ворогом Твоих тайн и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоем благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходься. Благословен тот, кто приходит во имя Господня. Господь Бог ее явился нам. Тело Христово примите, окажите границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, окажите границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, окажите границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, окажите границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, окажите границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, окажите границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, окажите границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христа. Заносах вера, тело Христа. Заносах вера, Христова кровь. Занос пролитая, Христова кровь. Занос пролитая, Христовый Бог. Занос пробитый, Христовый Бог. Занос пробитый, Христово сердце. Для нас открытое, Христово сердце. Для нас открытое. Избав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы вошли правдивое светло.
знайшли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Боя нас избавила. На все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Амінь. Хай наші уста будуть повні хвали Твоєї, Господи, как нам петь славу Твою. Бог, израиль нас достойными быть удельниками святых Твоих божских, несмяротных и животворчих тайнах. Заховай нас у Твоей святости, как нам увести научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отрымавши Божские святые все шесты, несмиротные, небесные, животворшие, страшные Христовы тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, спаси же нас Божией ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Просивший, как это весь день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, сами себе, ни один одного, и все житие наше, Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. Вот и освящение наше, и Тебе славу отдаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Ходим с миром. О, имя Господнее. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, який благословляешь Ты, что благословляет Тебе, совершаешь Ты, что складает на Тебе надею, спав людей Твоих и благослови набыток Твой. Заховаю целости церкву Твою, и свети Ты, что любить красу дому Твоего. Ты их услал Твою Божскую силу, и не покинь нас, якие сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належим ладам нашим и всем людям Твоим. О, всякое доброе дарение, и дар досконалый заходит скорее Тебя, Отца светла, и мы Тебе славу, подяку, поклонение отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владарус, предвечный Боже, Ты весь свет створил и законы для всего установил, каждому место призначил, а род людский так без конца полюбил, что Сына Своего Одинородного послал на землю, как усе слухали ягоную науку и души следом за им вошли в Твое небесное владарство, мы дети белорусского народу, як могли слухалися Твоих загадов, але деле человечей слабости часто падали, изневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших. Даруй так само тем, кто кривдил нас и изневажал, брони нас от кривды ворожей, и дай нам и ворогам нашим духосоправдной христианской любови. Дай нам єдність віри, згоду в громадському сімейному житті, загай наші особисті і народні рани душі, які ми самі себе вчинили або від неприятеля отримали. У нашому щоденному житті освіти наш розум Твоїм євангельським світлом, как мы, заховывающие Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли, пошли белорусскому народу охвярных слухов своих, які праведними, сумленними, мудрым життем и деятельностью вели б Его долепшие доли, и дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как у кожной из них дбали батька и охвярная мать, излучены щирой святой любовью, виховували Тебе на славу, а батькушини на користь своих деток, особливую ласку дай молоді, как яна тримала глибоке християнське узгодовання і виросла на корисних синов і дошок свого народу.
Благослови наши дошасные достатки, не дай гинуть марно тем талентам, якие Ты посылаешь в наш народ, але дай им свободно развиваться и закрасоваться Тебе на славу и всему людству на корысть. Благослови працу, селянов на ролі, работников на фабриках, ученых, письменников, мастаков. Как з их недопомогой белорусский народ мог разумно и прихоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрой нашу Украину Твоим святым покровом, и будь нашей опекункой и заступницей им, Ты, святая Ефросинья, всесветница Белоруссии, и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспынно, как мы стали народом святым, яки выконывая волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свою плату, огульную добро тут на земле, а упрышивши все отрымали вечное счастье и неспынно отдавали славу пошану и поклонение Богу Тройце Одиному, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хвалю имя Господне, благословенное теперь до веку. Хвалю имя Господне, благословенное теперь до веку. Хвалю имя Господне, благословенное теперь до веку. Благословение Господне, хай будет на вас ласка Его и человеколюбство, на все часы теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, яки воскрес из мертвых, молитвами всечистой Своей Мати, святых славных и годных похвала апостолов, мир святыми, Отца нашего Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, молитвами святых славных и родных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, мир святыми Отца нашего Кирилла, епископа Туровского, святой Мати нашей, Ефросиньи Полоцкой, светницы Беларуси, всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов, Якима и Ганну, всех святых, хай смилуется над нами, избавит нас, твой добрый человеколюбец. Аминь. Христос спасет нас. И есть и будет. Могутный Боже, от Отцу свету, пролитым солнцу и сердц малых, над Белорусью тихо и верой рассыпь промени своей хвалы. Дай спору братцы, что темной черой на усту хлеба народный край. Огонь
Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Дякую Тебе, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоих святости. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбный владар, что деля нас помер и воскрес, и даровал нам гэтые страшные и животворчие тайны для добра и освящения души и тела. Дай, как яны были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для закования Твоих заповедов, для повеличения Твоей божеской ласки и для осягнения владарства Твоего. Каб я захованный именем Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки и жил уже не для себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивший в этой житье в надее життя вечного, досягнул непроминального супокою, где безупынно чутный голос святых и пануя вечная радость их, что оглядает невыказанную красу твару Твоего. Вот и собравное ожидание, и невыказанная радость их, что любят Тебе, Христе Боже, и Тебе все створение пеет славу про все веки. Аминь. Всемогутность предвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, как навернулся и был живый, и яки послал для нашего избавления единородного Сына Твоего, яки нам наказал. Просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте, и ощенить вам. Да Тебе преподаем с крушливым сердцем, и слезни молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и сутишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский безжалостным ибо мечем сече. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами. Избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воле Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступися и заховай от этой згубной пошести нашу батьковщину и наш народ, урад и всех, что стерегут целость и спокой нашей краины. Выводи ее этот город и все города и вёски. Змилуйся и наведай Ты, что терпят от этой хворобы. Подними их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Души ж Ты, что от этой хворобы, правой веры и надею воскресения уже спочили, супокой святыми Твоими, где нема ни болю, ни суму, ни плачу, але житье бесконцее. Молитвами Наисвятейшей Богородицы и за всюду Девы Марии, заступничеством святых бестелесных сил и ангелов-охотников, ласкою человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и со святым добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и за все и на веки веков.